Агропромышленные предприятия Кайгородок сегодня обеспечивают своей продукцией бюджетные предприятия всего муниципалитета и даже соседнего Сысольского района. Летом ОДОИ, представьте только, 2500 литров молока в день, зимой вдвое больше. Молзавод производит масло, кефир, сметану, творог, сыр и сливки. 2 года назад в рамках модернизации кормопроизводства приобрели оборудование и новую технику. В этом планируют перевооружение молокозавода, чтобы полностью автоматизировать производство. Всячески тоже помогаем. Он входит у нас в народные бюджеты со своими проектами. И вот то, что у нас соглашение с Монди Бизнес ЛПК, там же у нас 60% на поддержку как раз малого и среднего предпринимательства. И он тоже всегда участвует со своими бизнес-проектами. Поэтому всегда стараемся, кто работает, тому помогать. Кажемское форелевое хозяйство после долгого перерыва снова заработало. 5 лет назад из-за нехватки кислорода произошел массовый мор рыбы. Погибло более 80 тонн форели. Новых мальков закупили уже в нашем форелевом хозяйстве у Сосногорской ТЭЦ. За 4 года обороты планируется увеличить до 20 тонн рыбы. Она очень чувствительная рыба, форель. Это не ее место. Это совершенно... Ей проток нужен, очень проточная вода нужна, холодная проточная вода с большим количеством кислорода. И если сделать тонный слив, то где-то протока будет. Форели много, карпы, пожалуйста, запусти, он тут будет с удовольствием жить. Кажемское водохранилище еще в 1978 году было признано памятником природы. В 2012 году частично отремонтировали гидротехническое сооружение, плотину, но этих работ оказалось недостаточно. В 2012 году провели работы. Соответственно, когда проводились эти работы, по сути, разделили на 2 этапа. Первый – это обустройство бетонной конструкции, которая была завершена в 2012 году, ввели в эксплуатацию. И второй этап – это должна была укладка по старому руслу 2 труб диаметром 1420 мм. Это непосредственно необходимо было для регулирования уровня Кажемского водохранилища, потому что данные конструкции шандоры не позволяют очень часто маневрировать водным потоком. Но в связи с тем, что на тот момент федеральное финансирование прекратилось, данная реконструкция не была завершена в полном объеме. Несколько лет назад на уровне правительства региона поднимался вопрос о создании на базе Кажемского водохранилища гидроэлектростанции, чтобы хотя бы обеспечивать людей своим светом. Однако объект так и остался на бумажках. Надо возвращаться к малой гидроэлектростанции. Потому что сам Бог создал, нельзя здесь. Я думаю, что надо просто смотреть инвестора, это не обязательно Росгидро вовсе. Потому что объект практически готовый, природой создан. Все, бросная плотина, все на месте. Кайгородская ЦРБ, пожалуй, одна из немногих, практически полностью обеспечена специалистами. Не только офтальмологом. В прошлом году приехали 3 врача, еще 10 студентов обучаются в рамках целевой подготовки. Проблем с жильем нет, под общежитие для медиков отдали часть районной гостиницы. Сегодня просто я душой отдыхал, когда смотрел вашу районную больницу. Понятно, что все вокруг человека, которые и Лариса Юрьевна, и Вадим Сергеевич, и вы, которые все, в общем, понимаете, что это приоритет. Но вот работают, занимаются, решают вопросы, они не слюни распускают. И есть очень хороший объект, очень хорошая, замечательная инфраструктура. Мы даже сейчас, когда смотрели больницу, я сказал, что в следующем году, Бог велит, надо будет провести на базе ЦРБ съезд сельских врачей Республики Коми. Для того, чтобы поделиться опытом, для этого еще, естественно, там больницу дооснастить, добелить, докрасить ее и сделать вот такой вот съезд республиканский на базе нормальной, хорошей ЦРБ, чтобы люди видели, что есть над чем работать, есть результаты, когда этим занимаешься. Владимир Уйба поручил региональному Минздраву в этом году поставить в больницу переносной аппарат УЗИ и 2 прикроватных монитора. А уже в этом месяце здесь появится мобильный маммограф. Татьяна Супряткина, Николай Богданов, телеканал Юрган.